Рабочая атмосфера и шум строительной техники – весь этот труд для беззаботного будущего маленьких жителей поселения Средние Очелуки. Новость о возведении детского сада здесь ждали очень давно. Ведь с открытием дошкольного учреждения родителям не придется думать, куда пристроить чадо. Чтобы вопрос отпал как можно быстрее, на участке с утра до вечера трудятся около 70 рабочих из 5 бригад. Здесь и наружная отделка. Сейчас вот видите, как готовится все под него. Значит, устанавливаются окна, двери, стяжка, отопление, значит, электрическая разводка внутренняя, вентиляция. Все работы охвачены. Строительство дошкольного учреждения начали всего 4 месяца назад, но здание уже приобретает свой полноценный вид. Пока бригада, отвечающая за монолитные работы, завершает заливку 3-го этажа, на 2-м и 3-м уже возвели перегородки и даже начали внутреннюю отделку. Параллельно строители заняты прокладкой необходимой коммуникации. Садик строится согласно всем стандартам, качественно и в срок. Уже установили мы, значит, подстанцию. То есть БКТП, это трансформаторная подстанция закрытого типа. Котельная, вот она стоит на месте. Очистные сооружения мы уже установили, хотя мы сами его установили. Я это уже знаю, как делается. И сейчас ведутся работы по благоустройству территории. Здесь большая пересеченность, здесь заложена подпорная стена, вот как вы видите. Значит, та сторона, низшая сторона, мы его подняли на 3 метра. Отсыпали полностью землей. Значит, кровля у нас вот-вот заканчивается, мягкая кровля. Площадь перемен более 1 гектара. Примерно столько же рабочим предстоит благоустроить. Осваивают объект поэтапно. За ходом строительства следят самые справедливые критики – местные жители. Обучаться в детсаде будут малыши от 1 года до 3 лет. Всего 12 групп на 220 малышей. Для их всестороннего развития предусмотрят игровые комнаты, музыкальные и танцевальные студии, медпункт, спальни, отдельный пищеблок, а также актовые и спортивные залы. В 3-этажном здании также разместятся и 2 лифта, один из которых грузовой, еще один для людей с ограниченными возможностями здоровья. Пытаемся лучше сделать, чтобы наши же дети будут здесь учиться и воспитывать их здесь будут. По сути, это 6 месяцев активного строительства типового здания, современного, просторного, отвечающего всем необходимым требованиям. Но кроме формы важно и содержание, а именно комфортные условия нахождения детей в дошкольном учреждении. Об этом подрядчик позаботился уже на этом этапе строительства. По проекту, значит, все оборудование мы заказали, оно уже готово, 80%. Мы просто его не заводим сейчас. Она здесь мешает, на базе она стоит. А часть оборудования сегодня должна поступить. Это оборудование пищеблока и медпункта. Это можно на улице держать, не проблема. А вот все, что связано с древесиной, детские там стулья, стульчики, вот это кровати, это у нас готово тоже. 3-этажное здание строится в рамках федеральной целевой программы. Все это часть национального проекта «Демография», который направлен на ликвидацию очередей в дошкольные учреждения. Реализовать его в полной мере жители села смогут уже в январе 2020-го. Сдать объект необходимо в конце этого года. Жардат Хулхоева, Магомед Белакиев, Новости 24.